Машхур. Валикум салам. Добрый вечер. Сегодня у нас, как я понимаю, суббота. Да, Мы говорим исключительно на понятном для всех пока языка, русском. да, Давай тогда объявляй да. тему, все дела. Сегодня 236-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Время 19 часов 4 минуты по Брюсселю и, соответственно, 2 часов по городу, 4 минуты по городу Джахару. Сегодня 27 июня 2026 года. Стрим наш сегодняшний называется «Ракеты и дроны рвут Россию. Катастрофа близко». Об этом и многом другом мы поговорим с Аядом Идиговым, сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Мы в прямом эфире, как вы понимаете, вы можете задавать вопросы в ТикТок и в YouTube. Я буду их зачитывать. Всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, либо в России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности и не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим, так как для вас это небезопасно. Очень много людей подвергаются репрессиям со стороны оккупационных властей за комментарий, за лайк и так далее. Не забывайте об этом. И, как обычно, я передаю слово Аяду Идигову. Аяд, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья, наши братья и сестры из Чечении, и за рубежом. Ну и, естественно, всех остальных приветствую. Ситуация, которая складывается все эти годы, с тех пор, когда началась агрессия России против Чеченской Республики, вот эту цепочку мы всегда связываем и говорим, что это началось тогда, откуда, когда они начали разваливать этот Советский Союз, разваливать его начали они не по закону, который был принят для этого в Советском Союзе, а вот по своим понятиям. Они взяли его, развалили, собрались там в Беловодской пуще, потом дальше, этот ГГЧП, и там, значит, ухватился за это Ельцин, Горбачев скинул, а тот тогда хоть и делал какие-то ошибки, там невозможно было без ошибок, это же не проторенный путь. Он шел по линии, значит, демократия, свобода и независимость, вот такое. Так, перестройки имеется в виду. И вот они выступили против этого, потому что там было заложено вот это слово «демократия», которое было сказано, что если демократия, то свобода личности. А если свобода личности, значит выборы власти будут в руках у народа. Значит, будут создаваться условия для того, чтобы народ создавал свои какие-то предприятия, чтобы он развивался научно-технический прогресс, чтобы был. Значит, власть, которая сидит в Кремле или в других местах, она не будет так свободно расправляться с людьми. Вот что имелось в виду тогда. Вот этот президент тогдашний, который был, Горбачев, он пришел к такому выводу, если это не сделать, то он уже понимал, что эта огромная империя, она рушится. Он даже провел референдум в Советском Союзе тогда, в марте месяце, и где-то 70% людей проголосовало. Правда, некоторые страны, республики не голосовали, в том числе не голосовала и Чеченская Республика. Тоже мы не голосовали, потому что мы не хотели быть в этой империи, которая так жестко и так вот беспощадно относилась к нашему народу, стремясь его уничтожить, убрать с Северного Кавказа, да вообще ассимилировать. Вот эта задача была у той империи, но вот Горбачев хотел это что-то сделать, а эти, которые вообще боялись этого, перехватили у него власть, свергли его, и на основе того, как его свергли, только при развале Советского Союза можно было его свергнуть. Ведь не мог прийти к власти, если не Горбачев, кто-то другой в тот период, когда Горбачев. Нет. Поэтому они решили развалить этот Советский Союз. И таким образом, значит, заявили, что
давайте разойдемся, чтобы потом сойтись. Эта идея была этого Ельцина, президента РСФСР тогдашнего. И вот они это все раскрутили, и все вот как бы разошлись, все 32 союзные республики практически. Нам не надо забывать, что тогда было 32 союзные республики. 3 из них еще плюс союзный республик Балтийский. Советский Союз сам признал независимым государством. Россия нынешняя и тогдашняя, и все их эти вот, извините меня, это вся вот эта бандитская свора, которая там сидит в Москве, они всегда это прячут. Вот то, что он сейчас и сказал. А ведь было именно так. То есть было в Советском Союзе уже в апреле месяце по закону СССР уже было 35 союзных республик. Но они должны были как-то переформатироваться, там, принять законы, изменить свою систему, они, которые были. И вот они уже фактически они были таковыми. И вот 3 республики СССР признал независимым государством. То есть таким образом пытались создать там некоторый вот союз новых республик со свободной личностью, которая могла допустить, чтобы в этой стране, независимо от национальности, цвета кожи, религии, они могли там развиваться и создать какие-то предприятия. И вот это все, что оно создало, оно могло идти в бюджет, допустим, налоги на значит, содержание власти Советского Союза. И главное было то, что свобода личности, потому что личность, она уже имела право избирать в соответствии этим, свободно избирать власть в этой стране. Вот о чем была речь. И именно поэтому на это пошли вот эта команда Ельцина и его окружения, которые оказались еще более жестокими, чем, скажем, еще в Советском Союзе. Мы так можем говорить это, потому что те времена были дальние, а эти близкие. И когда она была разрушена, то они с первого дня, когда они уже разрушили Советский Союз, с первого дня, я беру пример, я беру РСФСР. С первого дня они в декабре месяце назвали, переименовали РСФСР Российскую Федерацию Россию. Хотя уже в Российской Федерации России не были вот эти все республики, которые входили тогда как автономный состав Российской Федерации России, они были выведены за пределы Российской Федерации России, и они были союзными, то есть, да, союзными республиками. И Российская Федерация России оставалась вот такой-то пятнистой такой территорией, которую, ну, допустим, они все же, планируя, не соглашаясь с этим, принимая какие-то свои декларации, все не соглашаясь, они еще даже назвали ее Российская Федерация России, еще будучи в составе СССР. Это сделала власть РСФСР. То есть они намеревали сразу захватить эти территории, разойтись, чтобы затем сойтись, и было вот в этом заключено. А то, что которые раньше были в составе РСФСР и ставшие союзной республики, они тут же ходом, значит, по ходу после развала СССР, сразу их под себя подмяли. Они не дали всем другим этим новым республикам союзным, которые стали, скажем, в РСФСР, не дали им возможность избрать свою законную власть. То есть народ должен был избрать свою власть, изменить там, значит, какие-то законы в связи с тем, что статус у них повысился. Вот РСФСР, не имея на то права, право на это имел только СССР, власть СССР. Они взяли и вот это вот совершили относительно этих республик незаконно. И сделали они это так, что эти республики, значит, которые были в Советском Союзе автономными, там еще во власти оставались вот эти вот бывшие коммунистические руководители, как и сам Ельцин. Он с ними договорился, и после развала СССР сразу наметился на то, чтобы не дать им возможность
определить свою судьбу уже в международном правовом поле. Он держал под прессом. И только Чеченская республика и чеченский народ, еще будучи в составе СССР, ему удалось, чеченскому народу, значит, решить эти проблемы. Будучи в Советском Союзе, мы еще, значит, с октября 91 года уже избрали свою власть, народную, общенациональный съезд был до этого. Потом, значит, избрали власть, и эта власть, значит, избрали президент, парламент. То есть в соответствии с теми положениями, которые были заложены, мы избрали свою власть, и это была уже полноправная, скажем, власть, которая имела свое управление. Государство, территории, все органы власти, действующие наверху, внизу, то все было у нас уже готово, и этот момент развалил Советский Союз. И тогда, после развала СССР, мы сразу в марте месяце, декабрь, допустим, 91, потом январь, февраль, март, 12 марта, наш народ, наш парламент принял конституцию свою, конституцию суверенного и независимого демократического правового государства. Вот как это было в отношении нашей республики. И сегодня я вот сейчас слушал, сидел вот передачу, есть такой вот передатчик, как его звали? Портников, Виталий. Он идет передачи и сравнивает вот там то, все. Вот они вот напали на Украину, на других. Они что думали, что мы часть России, как Чечня заявляет. Это в то время, когда Украина признала незаконным захват территории России, Чеченской республики, Ичкерии, и о необходимости ее деоккупации, осудила геноцид чеченского народа, а этот сидит вот такие вещи говорит. Как это неприятно слушать, вот это или заблуждение, или совсем, значит, возвеличение себя в этих делах. Одним разворотом языка он пытается подвести чеченский народ и Чеченскую республику, которая была создана по всем правилам международного права, создана была, подвести ее снова под эту Россию. То есть здесь надо быть осторожным. Может быть, он ошибался, но может он ошибался в пользу кого он ошибался? В пользу чеченского народа, в пользу Украины или в пользу справедливости и демократии? Вот вопрос в чем. Но это один вопрос. И второе, значит, здесь дальше говорить я не буду. Мы часто говорили, если будут вопросы, на вопросы мы будем сейчас отвечать, говорить, что и как. То, что происходит в мире, мы видим. Значит, сегодня Украина полным ходом, как говорится, вооружается. Значит, и Европа полностью собирается, как мы с вами знаем, и финансировать готова до, значит, 90 миллиардов, готова выдать 30 миллиардов для непосредственно военного, значит, обеспечения создания дронов, ракет и других. И по всему, везде и всюду сейчас Украина бьет и по Крымскому мосту, бьет по другим нефтеперерабатывающим заводам и лишает возможности этой империи, этого человека ненавистнического органа власти, чтобы она перестала думать об этом, чтобы она искала выхода из положения, в котором она оказалась. И так и мы видим, что вся Европа почти, вся Европа почти, можно сказать, она делает сейчас все для того, чтобы Украина была крепкой, сильной в военном отношении, и в то же время, чтобы она стала как бы форпостом, тем форпостом, который будет защищать не только себя, но и всю Европу, все демократическое, значит, сообщество, которое было даже на постсоветском пространстве. Победа Украины для нас важна, как воздух. Потому что если России удастся что-то сделать, они уже будут здесь что-то творить. Ну, против этого сейчас и Путин, и его этот министр иностранных дел, значит, они начинают делать какие-то там заявления, а Путин уже там стратегическое ядерное движение, что носит испытывает в сторону Америки, ракеты испытывает. Америка за этим следит все.
Думает, что это такое? Как это? Если уже осмелел Путин и начинает свои ракеты, которые несут ядерные боеголовки, в направлении Америки, значит, делать испытания их. Они говорят, Путин заявил, да, это я так, мы это просто испытываем, то все. Но это намек на что? На то, что они будут делать. Американцы это понимают? Я так думаю. Ну, давай закончим. Я вопросы, естественно, давай будем по вопросам отвечать. Мгм. Баркалай, Дейресу. Давай. Разрешите, я зачитаю вот по поводу нашей темы, куда сегодня украинцы нанесли удар, чтобы наша тема, написанная в названии стрима, соответствовала нашему стриму. На 27 июня 2026 года произошел удар по Волгограду, Волгоградской области. По данным Украины, президент Зеленский и Генштаб ВСУ сообщают, но ударили украинские новые вот эти ракеты «Фламинго» ФП-5 дальнобойные по заводу «Титан Баррикады», федеральный научный производительный центр «Титан Баррикады». Это одно из ключевых предприятий российского ВПК, производит артиллерийские системы, пусковые установки и компоненты для ракетных комплексов, в том числе «Искандер-М», «Ярс», «Тополь-М». Зафиксирован пожар на территории предприятия. Никто не погиб, но есть раненые. Как обычно, ювелирно, точно Украина наносит удар. Вчера был в этом году самый масштабный удар. 660 ракет, дронов было Да-да. отправлено. Сегодня были эти. Как вы считаете, как долго выдержит Россия вот такой вот напор ударов? И как долго украинцы смогут вот такие удары наносить по ним? Ну вот я сейчас говорил о том, что Европа уже значит, полностью переходит на обеспечение значит, финансами, на обеспечение, значит, ну и для того, чтобы Украина была и население было обеспечено, чтобы оно не оказалось перед зимой как какое-то трагическое событие, как в прошлый раз. И уже выделяются конкретно целевые деньги, 30 миллиардов на создание вот этих всех дронов, создание ракет, создание антидроновой там, значит, структуры, которые там тоже, наверное, дроны, так? И в целом это уже рассчитывают на 90 миллиардов, а то и более они рассматривают. Первый транш уже внесены, уже сегодня, вчера получены. И вот такая ситуация. Думаю, что Украина будет готова к этому. Она уже готова, она и говорит, вот как ты сам сказал, они вот взяли вот эту вот ситуацию, как бы, значит, раскручивали. Зеленский дал сейчас 40 дней, давай прекращай войну, или мы будем тебе там масштабно бомбить и везде все взрывать. Бензина нет уже и по Москве, и везде проблемы. Проблема все по всем городам, которые вот особенно большие, бензина нет, они в очередях стоят. Они уже почувствовали, что война приходит к ним туда обратно, бумерангом. Все вот так идет, вот это. Поэтому, как долго сказать, здесь трудно, но мы будем надеяться, что до конца года вопрос это будет как-то решен. Я так думаю. Аслан. Баркалан, Дейресу. Друзья, я напоминаю вам, вы можете задавать вопросы, и я их буду зачитывать. Вот Асамбек пишет комментарии по поводу «России не будет бензина и электричества в скором времени. Путин может у Европы попросить газ, чтобы пережить зиму». Троллит россиян Асламбек Тутаев. Как вы считаете, вот бензин, если реально будет уже перебой, реально будет такой мощный кризис, то это способствует какому-то бунту, восстанию внутри России. Либо тихо, мирно на лошади пересядут и все. Что-то ты прерываешься, Аслан, слова. Прерываюсь. Как вы считаете, как вы считаете, если вот удары по нефтеперерабатывающим заводам там наносятся, по грузовикам, которые перевозят бензин, дизель, если это будет продолжаться, то и россияне останутся полностью без бензина, дизеля. Восстанут ли они против своей власти, либо пересядут на лошадей?
Но на лошадей, если у них будут, они пересядут, они все это уничтожали. Но я думаю, что здесь даже идет, у них уже даже было заявление где-то, что они готовы, что они мы ударим атомными зарядами. Слышал, так же, да? То есть они уже дошли до такого, до такой крайности. Теперь, если ты послушаешь вот этих вот людей, граждан России, которые были, так там мы видим, что уже совсем другое направление, в другом каком-то, значит, ключе они говорят, критикуют Путина, хватит, эта война, хватит, все надоело, что это такое. И сейчас, как бы, значит, начинается снова какая-то мобилизация, снова раскручивается. Людей они уже хватает чуть ли не где там, и в университетах, и в Москве, и по других городах. Я говорил, и там у нас на родине тоже они прямо этих студентов бреют там и пытаются все на пушечное мясо, чтобы они захватили эту территорию, значит, направлять туда на войну. Вот. Смотри, они заявляют, что Путин заявляет, мы идем, мы там все каждый день завоевываем, мы идем по чуть-чуть, но идем, мы заберем и все такое. Но самое то, что интересно, они же блокируют интернет и все. Там все блокировали, и люди не могут ни по телевизору, нигде посмотреть правду. Ну, кто-то там знает, может, какой-то процент, 55, может быть, знает, а остальные все не знают. У них половина, может быть, и не знает вообще ничего. Ну, так, по слухам. А кто там по телевизору везде смотрит, они восхваляют себя. Это действительно так. Видно, что они восхваляют полностью себя. И если когда-то ты поговоришь с каким-нибудь человеком, скажем, из России, который приехал сюда или оттуда случайно, то если взять 10 человек, из них 5-6 человек так оптимистически рассуждают. Но они думают, что это временное такое ухудшение ситуации, а по большому счету они не видят, что у них вот это все идет, как говорится, на опустошение. А то, что вот бензина нет, товаров нет, это тоже как-то сказывается. А то, что в Крыму у них сейчас там такая ситуация, там чуть ли не 500 000 человек бегут уже, кричат, и кто у них там вот этот ставленник, тот уже как будто заявляет, что если что, 21 апреля или с 20 какого-то числа там, что мы ведем чрезвычайное положение, и мы будем там всех вас это, значит, следить за этим, будьте готовы к этому, это такие вот дела. И там уже нет ни бензинов, ни товаров, ни продуктов. Тоже вот такая ситуация. И идет вопрос о том, если мы можем бить по Крыму, почему мы не можем бить также по другим вот этим, в таком же смысле по другим приграничным территориям. Здесь еще вот проблема еще встает с этой Белоруссией, с этим Лукашенко тоже. Ну, одним словом, вот такая ситуация. И все, как вот мы видим сейчас, мы видим, ситуация для России ухудшается. Ухудшается, потому что и Америка уже себя ведет, и в этой группе, вот, которая сейчас организованную помощь ведет, делает там Европа, все страны они собрались, и самостоятельно, вот они проводят самостоятельную политику защиты Европы, значит, через Украину. К ним, естественно, присоединяется и Америка, их и министр иностранных дел, госсекретарь. Он об этом тоже заявляет, что мы никаких обещаний не давали Путину, когда мы были там на Аляске, не надо об этом говорить, а тот из этого высасывает, что-то говорит, и так вот, значит, обманывает свое население. Но, одним словом, вот такая ситуация, насколько они продержатся, и смогут ли люди выйти. Они смогут только после того, когда они уже поймут, что ни с чем Путин им помочь не может. Вот тогда они выйдут. А так, когда у них еще что-то там есть, по селам, по деревням, они еще как-то там по сусекам все соберут, а здесь уже ситуация, как мы видим, такая. Посмотрим. Ситуация идет именно к этому. Вот, Да. как вы считаете, почему украинцы не бьют по центру принятия решений?
бьют по нефтеперерабатывающим, по военным заводам, все как законные цели, военные цели. Но почему-то не бьют по ФСБ, по Кремлю. Как вы считаете, с чем это связано? Но я думаю, это связано с тем, что Украина борется не против народа, так? И бьет не по мирным гражданам, и даже не по тем, которые там сидят, так? В самой России. Если они на боевых, там сказать, столкновениях, там они их бьют, так? Так они бьют по экономическим вот этим рычагам, которые, ну, НПЗ, военные заводы и другие везде, то, что готово ударить по Украине. Просто, может быть, у Украины не хватает сейчас этого запаса, чтобы бить туда, чтобы переключиться туда. Я думаю, они переключатся и туда. Помнишь, как Байден еще не давал никакого разрешения бить по России своими или чужими там ракетами, если не своими. А Трамп сказал, бейте, помнишь, он сказал, бейте. Теперь друг Трамп сказал, бейте. Бейте, сказал. Путинский друг Трамп. Я говорю, я ничего не знаю, я продаю вот этим, а вы там бейте, мне только деньги давайте. Так что ситуация в этом плане несколько изменилась. И русские сейчас говорят, что вот эта встреча, которая была в Аляске или еще где-то там, это была встреча не для того, чтобы решить вопрос, а для того, чтобы, значит, дать время Зеленскому подготовиться, чтобы они сделали свои там вооружения, дроны и все такое. То есть у них вот такой визит сейчас идет, насколько я вижу. Слава. Аят, вот мы часто слышим от Запада, западных средств массовой информации, что это война Путина и так далее. Но как будто вся причина в одном Путине, а не в системе ФСБ, не в системе КГБ СССР, которая выстроена. Как вы считаете, с чем это связано? Почему говорят о Путине, они говорят о системе? Они хотят сохранить систему Путина. Знаешь, Аслан, здесь не столько даже система, а дети системы, выученные. Все население такое, оно раболепное, оно имперское население. Оно вот часто говорил, да. Там 5-6 человек, из них, которых ты можешь поговорить, а так они, чтоб то не было, они на стороне Кремля сегодня, пока еще. Ты мне задал вопрос, когда они будут готовы. А я сказал, готовы будут, когда у них не будет куда ездить, когда у них не будет ни света, ни кушать что-нибудь. Тогда, когда им уже Путин ничем не может помочь, тогда они могут выйти открыто. Пусть даже под это, помнишь, когда царская там власть еще была, когда Ленин там на площадь их обстреливали, стреляли, убивали, они все равно шли. Вот такого вот сейчас момента нету. Да. Я думаю, так. Хорошо. Асланбек пишет. Хорошие русские, которых Путин отправил в командировки и передал в дар, Асланбек от себя добавлю, в разные страны, в том числе и в ПАСЕ. Мы все знаем, что они имперцы. Они мечтают, чтобы после Путина их назначила система. И они могут развязать новые войны. Возможно это? Но это как раз-таки и есть их спасительный рычаг у этой империи. Она живет не за счет того, что она дает возможность жить своему населению, дает ему свободу, а за счет того, что они захватывают чужие территории и на штыках держат власть, на штыках. То есть население под штыками. То есть они все боятся. Вот в чем дело. Так, конечно, они поэтому хотят, чтобы, раз они на штыках, пойти завоевать, что там захватить, прихватить там, что-нибудь, что они там обычно воруют, туалеты или еще где-нибудь вещи. Вот у них это дело. Они же и направляют их поэтому туда, и само вот это вот, у них вот это воспитание, нравственное воспитание, они не думают, что надо от этого отказаться.
Если они от этого откажутся, они думают, а что мы будем тогда делать? А что тогда мы будем делать? Разве мы можем сами чем-то управлять? Что значит это свобода? Что значит, чем ее едят? Как это? Вот это понятие у них нет у большинства населения. Вот это оно есть, оно так раз таки Путин, и это продукт вот этого вот мышления, этого населения. Поэтому-то он во власти, поэтому они его поддерживают. Вот в чем дело. Баркалай, вот Шому задает такой вопрос, если вы помните, когда в Украине открывалась улица, по-моему, имени Джахара Дудаева, тогда там, как обычно, вокруг этого события находился Закаев в Украине, и после этого Патрушев обратил на это внимание и заявил об этом. И недавно Закаев заявил, что вот мне тут пишет Шому, что я слышал это, что Патрушев через Закаева, люди Патрушева связались с Закаевым, видимо, он у них куратор, пытался выйти на связь с Зеленским, получается, Закаев личный посол Патрушева и ФСБ в Украине? Такой вот вам вопрос. Но мы сейчас на эту тему переходим. Ну, я каждый раз говорю об этом. Оказавшись на Западе, Закаев и его окружение, которые были с ними, полностью изобличили себя в той роли, которая, видимо, не получили для отработки. Они в 2001 году, в 2002 году, снова в 2002 году в Швейцарии, Лихтенштейне, Копенгагене, а потом дальше снова, значит, принятием разных там документов, концепций КОНЧ, и потом принятие, значит, незаконного избрания себе на Западе своего парламента или 5-7 человек примерно. То есть те депутаты, которые бежали сюда, захватив этот сайт государств Чечен-Пресс, Закаев и его окружение начал вот это все раскручивать. Потом на разные какие-то они проводили конференции. И на всех этих конференциях, на всех этих встречах, эти документы все есть, мы их выкладываем на наших сайтах. Это их решение, из которых следует, что мы не должны были, допустим, создавать свое государство, неправительство России. Раз. Что мы, значит, ошиблись. Что все те, которые ездят, чеченцы, допустим, к себе домой, это была агентура российская. Вот этими всеми и теми документами, которые я выше сказал, из которых следует, что мы, Чеченская республика Ичкерия, ее территория, которая сегодня оккупирована, а сама Чеченская республика и так является частью России, эти документы они принимали. И их принять документы есть в интернете, и здесь внизу у нас есть. Тогда кому они служат, тогда вопрос задают. Кому они служат? Когда мы им говорили, прекратите эти всякие отходы от нашей основы Конституции, давайте, значит, работать в рамках нашей Конституции по признанию нашего государства, проводя массовые шествия, конференции и другие мероприятия, встречи разными государственными структурами, но только на основе того, чтобы мы являемся действительно представителями нашей власти. Представителями нашей власти являются только те люди, которые были избраны нашим народом на очередных выборах в 1997 году. И выборы там, тогда участвовали в этих выборах, наблюдение было около 150 стран, были их представители. И была еще миссия ОБСЕ, которые признали эти выборы законными. Вот представители, избранные тогда власти, только они имеют полномочия говорить от имени нашего государства и заниматься, значит, вопросом о признании нашего государства. Так можно говорить, признайте нас или это там, но о том, чтобы вопрос решался кардинально,
и сказать о том, что у нас действительно было государство, которое, значит, создано по всем международным правам, и признать нас. От этого отказавшись, они себя назвали каким-то правительством, не имея никакого, значит, основы, и со своим этим ими созданным этим парламентом, потом между собой ругались, и этот парламент незаконный уволил Закая и его команду всю, а Закая уволили его, но друг друга сдавать они не могли, потому что они вместе же вот это все беззаконие творили. И теперь они находятся здесь на Западе, каждый из себя кого-то изображает. Кто-то здесь задает вопрос всегда: почему вы не помиритесь, почему вы не объединитесь? Мы готовы объединиться с теми, мы или я, или любой нормальный, порядочный человек, который знает, что мы создали, наш народ создал государство в рамках международного права, готов и объединиться с теми силами, которые, значит, борются за деоккупацию нашей страны. А эти люди, которых я назвал, они все до сих пор боролись за то, чтобы создать там новое государство. Одни говорили, мы пойдем там, захватим, создадим свое государство религиозное. Другие говорили, что они там протекторат создадут. И другие говорили, там конфедерацию народов Кавказа создадут. То есть им все хорошо, лишь бы это было не Чеченская республика Ичкерия, которая была создана нашим народом при развале СССР по всем международным правам. Вот такие люди здесь находятся на Западе, и, к большому сожалению, это наши соплеменники, но они перешли всеми своими действиями, перешли на сторону этого оккупанта, этого врага. И их здесь на Западе многих принимают, с ними разговаривают, кто и что, я не знаю. Даже некоторые, вот сейчас я говорил, а некоторые, значит, даже в окружении президент Зеленский Подоляк заявляет, что это единственная власть Чеченской республики Ичкерия. Видно, ему неизвестно, что единственная власть – это только те, которые являются избранники нашего народа и той власти, которая была очередной властью. Поэтому мы говорим, что эти ошибки нельзя совершать ни в Украине, ни на Западе, если мы стоим на принципах соблюдения тех принципов, которые были приняты международным правом, уставу ООН. Вот о чем мы говорим. Только это. И сейчас вот то, что ты говоришь, что они говорят, почему они закаются, или другие все это, вот это все раскручивают здесь. Я хочу сказать, что как можно с этими людьми помириться? И я спрашиваю, а можно ли с такими людьми помириться? Вот у него спрашиваю. Или единство с ним? На основе чего должно быть это единство? На основе того, что они приняли, что мы неправильно не создали свое государство, что у нас его нету, а когда она в то же время создана, и то на основе того, что они говорят, что наша территория является частью России, и что мы являемся коренными народами России. На это какой коренной народ? О чем они говорят? Одни бегают, хотят прославлять эту коренную идею, другие говорят. Мы говорим о том, что есть, о том, что есть справедливо. А справедливо то, что должно быть вот таким образом, как вот положено в современном международном праве и как это принял наш народ. Мы за то, чтобы остальные народы, которые хотят освободиться от этой империи, которых тогда в 91-м практически грубейшим образом захватили, чтобы они посмотрели, что это такое, откуда ноги растут всего этому, и посмотрели, что это значит вот так вот создать свое государство. Это не значит вот так вот заявить, мы такие-то, мы премьеры, мы представители. Нет, у вас должны быть официальные полномочия от вашего государства и народа. И это важно, иначе вас никто не признает, и вашу страну тоже не признает. В этом направлении надо действовать и работать. Аслан? Баркалайт. Иса Ахмадов, при каких условиях Россию Путина могут изгнать из ООН? И значит ли все международные договора, подписанные насилием и обманом, незаконны? Ну, вопрос такой, при каких условиях? Условия давно эти существуют. Давно. Да, начиная с 91 года, да. Значит, какие условия? И притом они грубейшим образом нарушают
международное право, захватывают территорию чужих государств. И теперь они что? Принцип международного права 1975 года о невозможности изменить границу любого государства с внешней стороны ими грубейшим образом нарушается. Они напали на нашу страну, они напали на Грузию, они напали на Украину, уже вот и сейчас идет. Они захватили территорию Молдовы, они практически захватили, скажем, Белоруссию, власть там себе, под себя подмяли. Поэтому это все должно, это вот эти условия, они должны быть как-то разрешены. Будут ли они разрешены или нет, это зависит от этих больших государств и зависит, конечно, от всех остальных стран мира, которые потом, скажем, по территории меньше и малочисленны этих государств. Надо этот вопрос поднимать. Вот мы как раз этот вопрос и поднимаем сейчас, Иса. Вот мы об этом и говорим. Это, если оно есть, это международное право, о котором мы говорим, значит, и ему исследовать надо. Надо исследовать ему и этим некоторым, скажем, украинским или европейским, другим, скажем, разного рода людям и политикам, которые начинают вот таких вот самозванцев, на которых себя называют такими, зная, кто они такие, вот поддерживают их, они поддерживают, значит, нарушение международного права, нарушение вот этих всех принципов, нарушение того, что именно если Россия это смогла, там 5 постоянных членов, скажем, Совета Безопасности, значит, и другие государства, тот же и Китай, и другие страны тоже могут вот так вот захватывать. Это что ж такое вот получается? Вот о чем речь. Вот эти условия должны вот сейчас, которые создались, должны как-то вот это все трансформировать и прийти к тому, чтобы все это изменилось. Вот на что мы надеемся. Сейчас победа Украины и есть главная наша надежда. Если будет победа Украины, и все остальное в этом направлении должно развиваться. Тогда вытекает из этого вопрос, после первой русско-чеченской войны Аслан Масхадов был избран президентом, и, к сожалению, он собрал вокруг себя много российской агентуры. Она была среди всех нас, но Масхадов тоже. И вот я бы хотел вас спросить, не ждет ли Украину то же самое? В силовом смысле народ побеждает в войне, а потом верхушку просто власть захватывает оккупант или его агенты, или люди, которые влияют. И что бы посоветовали украинцам, чтобы в таком случае, на что обратить внимание, так сказать? Атлант, это очень хороший вопрос, ладно, кстати. По-моему, самый лучший из всех, который ты задавал. Да, этот вопрос очень важен, очень важен. Когда избрали вот президента второго, скажем, третьего президента Масхадова, мы все надеялись, что все будет как-то вот, значит, исправлено, что направление его мнений, его желания, все это было как бы, значит, в том направлении, то, что вот, ну, желал сам весь народ, ему как бы доверили все. Потом, когда мы увидели, что действительно вокруг этих, значит, этой власти, вокруг собрались какие-то сомнительные личности, не буду их называть там, но, по крайней мере, в самых таких вот ключевых местах сидели какие-то сомнительные личности, которые, допустим, мы могли не доверять. Допустим, я не мог, или другой, наши люди, зная по их действиям, могли полагать, что они могли бы совершить какую-то такую ненужную, скажем, аферу. Потом, значит, вокруг появились еще какие-то религиозные деятели, которые склоняли президента Масхадова к тому, что надо, значит, принять решение о том, чтобы вести шариатское правление. И он даже пошел на это, издал указ, потом парламент его отменил, этот указ. То есть это все, оно, значит, снова пошло каким-то кубарем, непонятно, ни туда, ни сюда. Потом, хотя это избавились от этого решения, которое сделал Масхадов по шариатскому правлению,
все равно вот это все движение, которые там за ним стояли, они поднялись и начали говорить, что мы там, то есть ожидали помощи из Ближнего Востока, так, и он надеялся тоже на это, как я понимаю. Но все, никакой помощи оттуда не было. Просто народ, который там жил, в этих странах исламских, они собирали какую-то гуманитарную помощь, она приходила, но она была совершенно, ну, скажем, мизерна в той части, которая необходима была для восстановления нашего государства. То есть для восстановления и возвращения к тем, скажем, хотя бы начальным ситуациям, возрождения всех там структур власти, стройка, разрушенные города, села, все это не давало никакого, значит, возможности. И если даже что-то там было, и нам пытались как-то вот сказать, то вообще на ключевых местах сидели какие-то люди, которые могли это все разворовать, которые, если где-то шла какая-то война, пытались посеять сомнения в том, что мы правы, сомнения, что мы правы. Вот такие вот люди и здесь на Западе вот оказались, вот я о которых говорю. Они оказались здесь на Западе, тоже ведут эту свою пропаганду, что мы не должны были свое государство там создавать, мы должны были спросить это у России. Там у них сейчас собирают какие-то конференции, чуть ли не со всего света в Брюсселе, и там они громко заявляют, что нам нафиг не нужна была эта независимость. И все подобное, перечислять это много. А вот то, что я назвал там, в Лихтенштейне, Швейцарии, Копенгагене, потом еще что, везде официально просто принят документ, из которого следует, что у нас нет своего государства, что мы часть России. Поэтому в этом направлении Украины и власти должно, и народа должно быть очень понятно, с чем и с кем вы имеете дело. Конечно, в Украине есть армия, есть люди, которые за это переживают. Но у нас тоже было так, пусть у нас меньше гораздо была территории, меньше народу было там, так? Но даже у нас они смогли это сделать, вот так раскрутить. Поэтому на это надо очень и очень обращать внимание. Вы так думаете? Аят, после первой русско-чеченской войны у нас дома появились герои. Герои были как настоящие, так и лжегерои, которые, так у нас их называли, если вы помните, рекламными боевиками. Сейчас их тикток-войсками называют, тогда это были рекламные боевики, которые вокруг войны где-то на видео, на камеру светились, настоящие воины где-то не фоткались, не светились, в основном, хотя некоторые известные, да, а в основном все пытались избегать камер, нигде не попадаться на камеру и так далее. И потом, когда уже война закончилась, первая, то настоящие герои, их либо по каким-то странным обстоятельствам они погибали, там какие-то конфликты происходили, какие-то странные вещи происходили. А, например, братья Ямадаевы, которые стали героями ночи, там, медали имели там туда-сюда, они оказались российскими агентами, офицерами или там агентами и так далее. Как вот в Украине может произойти то же самое, например, и самый, кто больше себя бьет в грудь, что вот он защищал, там рвет тельняшку на груди, этот человек чаще всего ничего не делал. И вот не получится ли вот после победы, что может быть вот такой же сценарий, например? Нет, это не Как вы исключено, считаете? Аслан. Это уже вопрос, так сказать, самих украинцев, украинского народа. Они могут на это обратить внимание, они должны сами решать. Вы помнишь, когда по коррупции был вот этот вопрос поднят, так, год назад там, как украинский народ поднялся и просто вот Да. даже в войну. Поэтому в Украине есть вот этот запал, и они не отдадут свое, насколько я понимаю, так? А у нас, конечно, это все как-то вот было, но, как видишь, то, что было, то было. А Украина здесь имеет свое вот это, значит, внутреннее морально-нравственное и ответственность за свою судьбу и страну. Я так это вижу. Мгм.
Баркалая, Дересван. Так, друзья, задавайте вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите их. Я зачитаю. Всех приветствую. Ва Петрушенко, я вас тоже приветствую. Всех приветствую. Гульнара, Гульгуна, извиняюсь, тоже приветствую. Тогда я еще хотел бы вас спросить по поводу Ирана. Пока если нет вопросов, я хотел бы спросить по поводу Ирана. По поводу кого? Как вы считаете? Ирана. Ситуации вокруг Ирана. Вроде бы там все приостановилось, все такое. Ну, не до конца сейчас. На 60 дней взяли паузу. Тоже очень хорошо. Это такая победа, можно сказать. Но она всего лишь пока временно. Все может поменяться. Как вы считаете, может ли произойти эскалация? И если Ирану оставят возможность обогащать уран и в том числе создать такое ядерное оружие, не применит ли в будущем Иран через своих террористические вот эти прокси вот эти ядерные бомбы или грязные бомбы какие-нибудь? Есть ли такая угроза? Ну, это, Асан, такой сложный вопрос. Я на него даже ответить не могу. Потому что, там, понимаешь, Трамп говорит, все мы решили. Другие говорят, ничего не решили. Война кончилась, говорят, а здесь снова идет война. Так что здесь Трамп нацелен на то, чтобы этот вопрос решить, чтобы это было для него польза на выборах, которые вот в ноябре будут. У него там тяжелое положение, как это рассказывают все, так? О том, что и демократы могут, сейчас демократы, которые с ним будут за Конгресс бороться, у них есть очень большой, скажем, материал накоплен, в котором они будут обвинять консерваторов и Трампа, чтобы они не победили в эти. А если Конгресс, все это, значит, туда придут в основном эти демократы, то тогда у Трампа руки будут связаны. Вот в чем вопрос, так? И сейчас сказать, что с этим, ну, по крайней мере, и мы все видим, что цены на бензин уже немножко снижаются, на товары тоже, соответственно говоря, так. Хотя в то же время в России все растет, и бензин, и все, и нет куда ездить, а здесь вот так. Ну, не знаю, может быть, Трамп вот это все очень большую игру затеял. Мы раньше тоже, вот когда разговаривали, я говорил, это может очень большая игра какая-нибудь с расчетом на такой вот период времени, подойдя к вот этой ситуации, которая сегодня есть, вот скажем, к ноябрю месяцу выборов, да, а до этого это все вот так чуть-чуть. Он, наверное, надеялся, что с Путиным он может решить эти проблемы, но теперь он видит, что Путин ничего не может решить, он может только угрожать атомной бомбой или там ракетой, которая это несет, а Украина начинает себя, как говорится, бить по России, как говорится, в хвост и в гриву. Вот и пошло. Теперь у него уже, видимо, другие вот мысли в этом направлении. Вот что можно сказать, что по Ирану однозначно они хотят сказать, что они этот вопрос решили. Хотя Израиль здесь не согласен с Ираном, как мы знаем, так? И они там предпринимают шаги свои, и если этот что-то там делает Нетаньяху, Трамп с ним не согласен, но там у них тоже какие-то расхождения. Но посмотрим, как это будет, потому что это очень сильно закружен такой клубок, так, в отношении связей, ответственности. Так что посмотрим. Для нас сейчас важно, конечно, было бы решить вопрос здесь, в Украине, так? И я надеюсь, что это так и будет, потому что Украина уже не ориентируется, если так сказать, по большому счету, основную ношу этой войны на себя берет Европа уже, как мы видим. Вот с этой точки зрения, а Трамп и не против этого, как мы видим, что они берут на себя эту ношу. И вот такая вот расклад вот такой, насколько я понимаю.
Ну, а сколько уже идет война широкомасштабная против Украины, столько Да. уже Запад и Европа производят оружие в огромном количестве. И это оружие, да, оно применяется сейчас против России и Украины, но есть вероятность, сейчас там Лукашенко что-то там начал скулить, назову это так, и такое ощущение, что его Путин к чему-то подталкивает, он обеими ногами и руками открещивается, пытается не участвовать в этом. Как вы считаете, произойдет эскалация на Европе, Ну, либо в здесь Беларуси? с этим орденом, который, значит, те отказали, отвязали, это все с этим зерном, который считают, что там в самой Украине нашлись какие-то, ну, скажем, ну, нельзя их назвать ворами, но как-то они там какие-то манипуляции делали, вроде бы, так вот рассказывают. Вроде бы они это зерно, колоссальное, значит, количество зерно, которые они Да. это продавали, маркировали как отход и передавали Польше, а Польша, значит, знает, что это хорошее зерно, этим распоряжалась, и этим воспользовался якобы Туск, который пришел к власти, так? Там, в общем, такое Ну, все закручено. Сейчас сказать конкретно на той или на этой стороне нельзя, но, по крайней мере, это очень вредит. Это же вот этот вопрос, который они поднимают о волынской вот этой трагедии, это 80-летней давности, это трагедия, это вопрос истории, исторической. И пусть этим занимаются, как многие говорят, пусть этим занимаются историки, пусть этим занимаются общественники, но не надо это выводить на уровень того, что народ должен сейчас подняться и защищать вот эту линию. То есть эти власти, что в Польше полностью защищает своего президента, в Украине защищает своего. А выгодно кому? Кремлю. Вот что здесь получается. И получается, мгм. что кому выгодно, тот и организовал как бы. Знаете, ищите вора, говорят, смотрите, там, и все такое. Кто кричит больше всех, что вор, вор, вот так. Мне так Ага. кажется. Надеюсь, что они вот с этим вопросом решат, так, что поймут, что вот эта вот провокация, которая сейчас не к месту и не ко времени поднята, вот так, так, что она будет как-то заглушена, и дальше события пойдут таким образом, понимая, что сегодня, скажем, Украина это есть в то же время и гарантия безопасности, своей безопасности в первую очередь, и гарантия безопасности Польши и других, и Запада даже сегодня. Поэтому, исходя из этого, я надеюсь, они уже вот как-то говорят об этом во всем, и политики, и другие. Я думаю, что они к этому и придут. Этот вопрос они отдадут на рассмотрение разным конференциям, историкам и другим, вот, скажем, в этом смысле не успокоившихся людей. Сколько вот было войн вот между Францией и Англией, столетняя война была. Между это, Германией и Францией, Франция. там, сколько угодно. А здесь вот они сейчас вот самый такой момент, этот вопрос подняли, и поэтому мы тоже должны это поднимать вот у нас, так? Мы-то вот, что нам вот говорят, вот почему вы не объединитесь, да? Я еще раз повторюсь, мы не то, что мы не объединяемся, мы объединяемся и стоим на линии той, которая избрала, путь, который избрал наш народ о создании своего государства, и противимся оккупации, и хотим освободить эту территорию. А здесь нам говорят какие-то люди, давайте объединимся с теми, которые хотят, чтобы мы под Россию легли еще, и что сказать, что мы даже не создали, и что мы бандиты, террористы, и во всем виноваты мы сами. Вот к чему хотят привести эти люди, которые вот они говорят, почему вы не объединитесь? Как с ними можно объединиться? Посмотрите, что они делают, что они здесь пропагандируют, и кто их поддерживает. Посмотрите. Вот здесь разные вещи. Мгм.
Константин задает вопрос. Мобилизация, как мы знаем, уже частичная или такая скрытая, она продолжается уже с момента широкомасштабного вторжения. И вот он тут спрашивает, имеется в виду, как вы думаете, всеобщая, массовая такая мобилизация на России будет? Но всеобщее будет или нет, скорее всего, не будет, потому что если это будет, то как раз таки это будет условие, когда народ может подняться. Мне так кажется. Они Они этого лучше будут боятся. всех воровать, таскать, платить им, так? Но вот поднять вот так и сделать, и чтобы потом уже народ вышел полностью, это уже может. Они же берут теперь, смотрите, студентов, школьников, там, с училищ, с техникумов, берут и все. Зачем им там всеобщий там? Они могли бы говорить о всеобщей мобилизации, как и Украина, так? Если бы на них напали, на них-то никто не напал, это они же сами агрессоры. Я думаю, поэтому. Мгм. Баркал, Аят, Дейресвуль. Вопросов больше не вижу, Аят, и больше часа мы уже в эфире. Предлагаю завершить наш сегодняшний стрим. Ну, давай тогда завершим. Если вам нечего добавить. Мегарду, Дейресвуль, Давай. Аят, Далтайберт. Давайте. Спасибо всем, друзья. Спасибо всем за вопросы. Всего хорошего. До свидания. Аликвер. До свидания.